Найти парковочное место у себя во дворе сейчас задача номер один. Задача номер два – там не завязнуть. Техника и руки дворников доходят лишь до проездов. Парковки обычно заставлены и ночью, и днем, поэтому грейдеры до них чаще всего не добираются. Если казанские дворы, ну хотя бы некоторые из них все же очищают, то снег не вывозят из них практически везде. К примеру, вот в этом дворе на улице Вишневского высота сугробов уже выше моего роста, так что дворникам просто некуда складировать снег. Все пойдет на дорогу. Иван Ильич, ливневка работает, а то и лужи будут стоять. Лужи по колено при ближайшей оттепели появятся и в другой части города, на этой площадке в Новосавиновском районе Казани. Этот участок на улице Амирхана между двумя садиками мы показывали ровно неделю назад. Но, как видно, снежная каша отсюда никуда не делась. Видимо, подъездные пути к садикам в приоритете не во всех районах. Здесь всегда и весной вообще здесь грязище, ничего не чистит, не убирает. Сегодня ночью и днем в Казани снова шел уже февральский снег. А между тем и с январским городские службы пока не справились. Как результат, пробки на дорогах в часы пик. На улице Роторная из-за сугробов по обочинам двусторонняя дорога превратилась в однополосную. Как заявили накануне в столичной мэрии, в борьбе со снегом на сегодня мы, увы, в проигрыше. Не хватает кадров. Все знают про нехватку рабочих рук, дорожников, дворников. В этих условиях сроки очистки затягиваются, новые снегопады добавляют работы. Но дворы и внутриквартальные проезды нужно привести в порядок. С сугробами на крышах и на дорогах не справляются и в Челнах. И пройти невозможно. Я вот с 17-го комплекса, 18-го иду, там вообще ужасно. Без комментариев. Да. Дороги видите какие? Сел на 5 минут. Но, конечно, есть и исключения из правил. В этом казанском дворе на улице Сары Садыковой трудолюбие и любовь к людям взяли верх над стихией. Местный дворник Мелиуша Сайфудинова весь январь работала без выходных. Помогают и семья, и местные жители. Всей семьей тут работаем. И муж помогает, и сын помогает, и трактор есть. В порядок привели на днях также проезжую часть и подходы к подъездам во дворе 78-го дома на улице Назарбаева. Еще несколько дней назад жалоба отсюда поступила на портал «Открытая Казань». Всего с начала года их было около 5000. Опасно ходить, ужасно. Опасно. Тем более вот нам в таком возрасте. Из-за ледяной корки на тротуарах за последнюю неделю к врачам только в Казани обратилось 85 человек. У 40 из них растяжения и ушибы, у 45 переломы. Преобладает из травм это растяжение, в частности голеностопного сустава. В основном это молодые женщины, которые ходят на сапожках в неустойчивом каблуке. Это пожилые женщины, у которых, как правило, бывают переломы нижней трети костей предплечья. За качеством уборки дворов и крыш следят специалисты административно-технической инспекции. В Казани с начала года они обнаружили около 800 нарушений. В ближайшее время руководители десятка управляющих компаний и собственники нежилых зданий будут оштрафованы. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.